Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амшик Шара» и я ее ведущий Нарсуа Бухпа. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. И сегодня в выпуске. Состоялось второе заседание конкурсной комиссии по реализации программы развития сельского хозяйства на 2023 год. В этом году на участие в программе претендуют 318 заявителей. Исполнилось 9 лет со дня подписания документа о присоединении Крыма и Севастополя к Российской Федерации. В Доме Москвы прошел круглый стол на эту тему. В Русдраме готовятся к первой в этом году премьере спектакля «Красавец-мужчина» по одноименной пьесе Александра Островского. Аслан Бжаня подписал указ о призыве в апреле-июне граждан Абхазии на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Согласно указу, военный призыв пройдет с 1 апреля по 30 июня. Призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Военнослужащие, срок службы которых истек, будут уволены. Состоялось второе заседание конкурсной комиссии по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2023 год. Заседание прошло под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопу. Члены комиссии должны отобрать сельхозпроекты для последующей реализации. В этом году на участие в программе претендуют 318 заявителей. Ведомственная целевая программа развития сельского хозяйства на 2023 год предусматривает реализацию проектов сельчан сразу по нескольким направлениям – растениеводство, животноводство, рыбная отрасль, переработка сельскохозяйственной продукции. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 100 миллионов рублей. Из них 10 миллионов будут направлены на приобретение химических препаратов для лечения сельхозкультур. На первом этапе конкурсная комиссия утвердила состав рабочих групп для изучения проектов с выездом на место их реализации. Приказом министра были утверждены 8 рабочих групп из числа членов комиссии и специалистов Минсельхоза. Изучение каждого проекта проводилось в присутствии специалистов местной администрации. В этом году было подано 318 сельхозпроектов. 318 проектов составляют 192 миллиона 248 тысяч рублей. Мы располагаем, к сожалению, пока в этом году из 100 миллионов, помимо препаратов, которые мы приобрели, около 90 миллионов. И поэтому мы сегодня должны из 275 проектов на сумму 174 миллиона с лишним отобрать с вашей помощью, с условием того, что вы провели работу и практически знаете, у всех участников побывали, и всю картину вы знаете. Мы сегодня должны вот так коллегиально принять решение и отобрать проекты именно на ту сумму, которая у нас отпущена. В ходе совещания Беслан Джопу рассказал о проделанной работе по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства за 2021-2022 годы. Так, за 2 года был одобрен 251 проект на сумму 154 миллиона 295 тысяч рублей. По растениеводству было 108 проектов на сумму 49,5 миллионов. 91 проект многолетних садов на площади 82 гектара. То есть мы смогли, может это немного, но для нас, для того бюджета, который нам отпущено, мы ввели в оборот земли 82 гектара. Это то есть не там, где люди уже работали, а земли, которые были в залежах, то есть не использовались. 17 проектов было по тепличным хозяйствам. Это то же самое. Вновь созданные предприятия, вновь созданные теплицы на 11,5 миллионов. При реализации целевой программы было создано 29 предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 59,5 миллионов рублей и создано свыше 320 рабочих мест в селах. Кроме того, передано крестьянам малогабаритной техники 35 единиц мини-тракторов на сумму 10,5 миллионов рублей, а также 27 мотоблоков на сумму 7,5 миллионов рублей. Более чем на 43 миллиона фермерам передано оборудование для переработки. Также Беслан Джопу сообщил, что в апреле поставщики должны привезти крупнорогатый скот, который своевременно не был доставлен. Созданы 19 хозяйств по птицеводству. Это на 7 миллионов рублей. Из них 2 предприятия, они
новые построенные организации, которые работают как бы в среднем уровне значимости. Остальные это подсобные хозяйства, домашние хозяйства, где мы приобрели инкубаторы, оборудование, птицу там и что необходимо было, и эти предприятия сегодня работают. Конкурсная комиссия по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2023 год продолжает свою работу. Проекты сельчан, которые не пройдут отбор в этом году, будут дорабатываться для их дальнейшей реализации, отметил Беслан Джопуа. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Сухуми прошла научно-практическая конференция, посвященная 30-летию основания Государственного комитета Абхазии по репатриации. Спикеры обсудили возвращение абхазской диаспоры на историческую родину, укрепление связей с потомками махаджиров, проведение научных экспедиций в этих государствах и многое другое. Организаторами конференции выступили Абхазский институт гуманитарных исследований и Госкомитет по репатриации. В работе конференции приняли участие представители абхазской диаспоры многих зарубежных стран. Ряд мероприятий, посвященных юбилею Госкомитета, пройдут и 23 марта, в том числе торжественный вечер в Абхазском государственном драматическом театре. 23 марта состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включено 18 вопросов, 7 из которых земельные. Планируется внести изменения в законы о туристской деятельности в Республике Абхазия, о Национальном банке, о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, о правовом положении иностранных граждан. Изменения планируют внести и в некоторые законодательные акты в части усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения. Депутатам также предстоит избрать уполномоченного по правам человека в Абхазии. В парламент представлены 3 кандидатуры – Гунды Дженя, Дианы Кирселян и Анна Скишмария. На должность председателя контрольной палаты Абхазии предложены кандидатуры Камы Гогия и Кахи Пиртая. В среду, 22 марта, состоялось расширенное заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Депутаты приняли решение вынести данный вопрос на рассмотрение заседания сессии парламента. Кроме того, была рассмотрена кандидатура председателя правления Сбербанка Абхазии Роберта Агарба, которого предлагается назначить членом Национального банковского совета. Депутаты обсудили и проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части регулирования НДС и в сфере инвестиционной деятельности и налогообложения. Оба законопроекта выносятся на заседание парламентской сессии. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан исторический документ. Россия приняла в свой состав 2 новых субъекта – Крым и Севастополь. В Доме Москвы прошел круглый стол на тему «9-летие Крыма в составе России. Реалии и предпосылки крымского выбора». Организаторы мероприятия – КСОРС Абхазии и Россотрудничество при поддержке посольства Российской Федерации. О работе круглого стола в материале Эсмы Гуланзе. В марте 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Историческому решению предшествовал референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались «за». В Доме Москвы в Сухуми прошел круглый стол, приуроченный к 9-й годовщине присоединения Крыма. Это событие стало истинным праздником для крымчан, торжеством исторической справедливости, когда удалось залечить даже самые глубокие раны, вызванные распадом нашей общей родины СССР. Для Российской Федерации воссоединение с Крымом по-значимо сопоставимо с признанием независимости и государственного суверенитета Абхазии. Крым в 1954 году, так же как и Абхазия, против воли его народа был включен в состав другой республики. Последствия этих недальновидных решений мы пожинаем до сих пор. Отрадно, что в 2014 году крымчане приняли историческое решение – быть вместе с Россией. На встрече также присутствовал вице-спикер парламента Ашот Минасян. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что депутаты парламента, как и весь народ Республики Абхазия, поддержали волеизъявление жителей Крыма на возвращение в состав Российской Федерации. И наша поддержка крымчанам, как и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области неизменна.
Должен отметить, что свое мнение о ситуации, которая 9 лет назад сложилась вокруг Крыма и юго-востока Украины, неоднократно высказывали на своих встречах парламентарии Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия, Объединенной межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества за демократию и права народа. Участники круглого стола говорили об изменениях, произошедших на полуострове за 9 лет. Обновилась инфраструктура, построены дороги, появилась федеральная трасса Таврида, Крымский мост, аэровокзальный комплекс и другие крупные объекты. Не менялось ничего, все просто приходило потихонечку, да, в упадок, и со временем как бы строительство никакое новое тоже не начиналось, инфраструктура тоже приходила в плохое состояние. Что хочется сказать сейчас? На сегодняшний день мы, например, с Крымом начали плотно общаться в 2018 году. Вот. И в 2018 году у них стало все намного уже прогрессивнее, лучше, и они даже в какой-то мере стали нас обгонять в развитии вот, туротрасли. Приезжая сегодня в Крым, я вижу хорошие дороги, я вижу, как восстанавливаются санатории, я вижу, как строятся новые дома, как у людей улыбки на лицах становятся шире. Правда, от того, что они полноправные хозяева своей земли, они россияне. И неважно, какая у них национальность, они россияне. Крым был не впервые присоединен к России. В 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова в состав Российской империи. Если брать ретроспективно, Хрущев в 1953 году приходит к власти, Сталин умирает в марте, да? В марте 1953 года. Затем приходит Хрущев, и ему не хватает, почему возникает, он развенчивает культ личности, почему он отдает Крым Украине, ему явно не хватает ресурсов. Умер отец народа, кто ты такой? Видимо, идет этот процесс в обществе. И для того, чтобы склонить элиту в свою сторону, украинскую элиту, а Украина – это житница России, да, он отдает Крым, включает ее в состав Украины. После распада СССР Крым стал частью Украины до решения перейти в состав России в 2014 году. В этом же году между Абхазией и Крымом начала работу межправкомиссия по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Буквально на прошлой неделе был подписан договор о сотрудничестве в сфере туризма, если я не ошибаюсь. В декабре к нам по линии спорта приезжал министр спорта Республики Крым. И, разумеется, в сфере молодежи также идет сотрудничество. Замечательный форум Таврида, на который приглашают наших представителей с Абхазии, наших граждан принять участие. Очень множество, огромное количество площадок по всей территории России, где наши ребята взаимодействуют с некоммерческими организациями крымскими. И, разумеется, эти отношения не развиваются. В ходе дискуссии собравшиеся высказали мнение по историческим, политическим и социальным аспектам воссоединения Крыма и России. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Южной Осетии с 4 по 7 апреля пройдут Дни культуры Республики Абхазия. Жители и гости Цхинвала познакомятся с творчеством Государственного молодежного театра и Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Торжественное открытие Дней культуры Абхазии состоится 5 апреля в Государственном драматическом театре имени Хитагурова показом спектакля «Третий день войны» по мотивам рассказов народного писателя Абхазии Шалоди Аджинджел. 6 апреля запланированы концерты Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца и артистов абхазской эстрады. В Русдраме готовятся к премьере спектакля «Красавец-мужчина» по одноименной пьесе Александра Островского. Это первая премьера театра в текущем году. Она приурочена к 200-летию со дня рождения русского драматурга. Эскиз спектакля был рожден в творческой лаборатории Русдрама еще в декабре и выбран зрителями в качестве лучшего из представленных. На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварасхели. Я полюблю всякую женщину, если она того стоит, и меня любит. Только нужно развестись с женой. Если вам деньги нужны на развод, так я дам, сколько потребуется.
Спектакль – своего рода комедия русской жизни, стиснутой двумя стихиями – души и денег. И в этом водовороте бьется любовь. Искушенного зрителя ожидает злободневная семейная история и смешные, трогательные, обольстительные, коварные персонажи. Красавец-мужчина Осман Абухба. Для молодого актера это не первая главная роль. Однако выступит он в новом для себя качестве. Она необычная для меня, потому что я, можно сказать, первый раз не то что в таком жанре, а просто в такой роли, которая, в принципе, мне кажется, что она мне не совсем подходит, но в нем, в этом персонаже, в моем, есть некое зерно, которое, потом зрители сами его увидят, которое прощупывается. И вот от него я отталкиваюсь и как бы стараюсь создать этот образ не совсем хорошего мужчины, и красивого, почему, не знаю, почему так решили, но как бы я пока нахожу, пока ищу, щупаю пока, поэтому мне сложно сказать, чем он конкретно отличается от других моих ролей, но пока в поисках. Аманда Кварацхеля играет роль Зои, которая вышла замуж за красавца-мужчину и всю семейную жизнь жила своей любовью к нему, в доверии и согласии, в розовых очках. Он промотал деньги, она любит его. Он готов бросить ее и жениться на деньгах, она готова купить его любовь. И все они не очень счастливы в этой истории. Аманда о своей героине говорит так. Женщина 6 лет в браке, а ведет себя как девчонка. Наивная, влюбчивая, доверчивая, ведомая и удобная. Ставятся такие важные вопросы, как деньги или человеческая душа, деньги или любовь, деньги или какие-то моральные жизненные принципы. И эти люди, которых вы увидите, придя на премьеру, они выбирают деньги. И только одна Зоя живет любовью. И только для Зои важна душа. Сопряжено это с нашей Абхазией или нет, я скажу да. Спектакль «Красавец-мужчина» приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения Островского. История оставила титул великих и гениальных только за теми писателями, которые умели писать для народа, и только их произведения пережили века. Такие произведения со временем делаются понятными и ценными и для других стран, и, наконец, для всего света, говорит режиссер спектакля Ирина Дремова. С наследием Островского раньше Ирина не работала, но проходила его творчество в студенческие годы. Интересная речь, то есть это речь того времени, и у него даже построение предложений по-другому. Мы уже даже так не мыслим. У нас мысли уже в голове по-другому строятся, нежели говорят персонажи. И на это тоже тяжело перестраиваться. И мы стараемся балансировать на том, как думают персонажи, и думаем мы. И ищем как бы мысль, где мы встречаемся, пересекаемся как бы. Островский, он писал вот как раз на балансе того, что человек товар или нет, сразу вспоминаешь «Бесприданницу», да, где она была прям какой-то купюрой разменной. Вот. И поэтому я думаю, что он сам к нам вернулся. Мне кажется, не мы как бы к нему пришли, а он к нам пришел. И как-то очень как бы, вот этот юбилей, все как-то прогремело, и мы прям начали его копать и искать созвучные ноты. Тема власти, тема корысти, тема любви, тема подлости, предательства, самопожертвования, тема мужчины и женщины. Пьеса, написанная в 1882 году, не потеряла актуальности, потому что рассказывает о ситуациях и чувствах, с которыми во все времена сталкивается человек. Ситуации очень такие, знаете, даже в каком-то смысле водевильного характера, но и есть тут элемент драматизма очень серьезный. Но мы это обозначаем как комедию или печальную комедию, потому что зритель смеется, и зритель какие-то моменты начинает что-то понимать о себе. У нас прекрасный состав актерский. Сам Островский говорил про «Красавца-мужчину», что это единственная пьеса, в успехе которой я уверен с самого начала. Это вот такая знаменитая цитата. И название само по себе, мне кажется, должно привлечь. А то, что увидят зрители на сцене, мне кажется, должно в них попасть эмоционально и смыслово. Потому что то, о чем писал Островский, в свое время было чрезвычайно актуальным и даже провокационным. А сегодня, мне кажется, это сплошь и рядом происходит. Премьерные показы спектакля «Красавец-мужчина» пройдут 26 и 27 марта. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
23 марта, начало месяца Рамадан, сообщает руководство Единого духовного управления мусульман Абхазии. На протяжении Рамадана мусульмане обязаны соблюдать пост. Пост могут не соблюдать только дети, пожилые люди, физически нездоровые и находящиеся в путешествии. Также в этот месяц верующие чаще посещают мечети, чтобы совершать коллективные молитвы и предаться чтению Корана. Следующий день после окончания священного месяца для мусульман считается праздничным Аур-Чранега, Ураза Байрам, когда каждый состоятельный мусульманин жертвует продукты питания в пользу неимущего, после чего в мечети совершается коллективная праздничная молитва. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 23 марта, на территории Абхазии не ожидается осадков. Со второй половины дня местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом завершен информационный выпуск Амшикшара. До свидания. Всего хорошего.